60-е и 70-е годы 20 века были годами высочайшего взлета профессионального и самодеятельного танцевально-песенного искусства Чеченской Республики. Не было ни одного всесоюзного, всероссийского, международного и регионально-музыкально-исполнительского фестиваля, смотра, конкурса, праздника искусств, где бы и солисты, и целые коллективы Чечен и Ингушетии не производили бы своими выступлениями фурор, не изумляли бы и не потрясали бы всех своим мастерством, задором, увлеченностью, не занимали бы первые места, получая высочайшие оценки. Их знали, уважали и охотно приглашали на гастроли в Европу, Азию, на Ближний Восток и Африку, Индию и Америку, где выступления наших артистов проходили всегда с триумфом. В начале 60-х годов прошлого века имя и голос султана Магомедова, звонкий, как весенний ручей, чистый, как горный родник, привольный, как альпийский луг, был широко известен и горячо любим в Чечено-Ингушетии. Родился он в 1937 году в селе Курчалой Курчалойского района ЧССР в семье простых тружеников. Правда, один природный дар выделял отца султана Дугу среди односельчан. У него, у сельского муллы, был сильный и красивый голос, и поэтому он славился исполнением назмов, зикров и маулидов. Видимо, голос этот передался сыну по наследству. Правда, происхождение отца всю жизнь негативно отражалось в советское время на судьбе султана. Его попрекали отцом, затирали, травили, обрезали крылья, не давая в полную силу раскрыться его дару, обделяли признанием и званием. Это обижало, но певец не поддавался унынию и пессимизму, не придавал этому значения, а упрямо делал главное дело своей жизни – радовал песнями людей, добиваясь своего упорным трудом. Молодые годы султана Магомедова пришлись на период депортации. Он жил и рос в совхозе имени Ленина Ворошиловского района в Фрунзенской области Киргизской ССР. Только в 1948 году, 11 лет, пошел в первый класс, но учиться пришлось недолго. После 4 класса необходимо стало трудоустраиваться. Работал чабаном, водил отары по степям Киргизии. И там на просторе в одиночестве пел, любил петь с детства. Кажется, в те времена голосу султана отдавали свою нежность полевые цветы, мелодичность, шелест степных трав, силу весенние ветры, чистоту горные родники. Из сплава всего этого и получился волшебный голос султана, нежный и искренний. Когда он поет о любви, мужественный и строгий, когда он исполняет народные героические или и песни о родине. Писал один из яростных поклонников и соавторов певца, известный чеченский поэт Дикаев. Но юношу с богатым от природы лирическим голосом заметил знаменитый драматург Абдулхамид Хамидов, который взял его в только что созданный национальный ансамбль песни и танца. Но путь султана Магомедова на сцену был нелегким и долгим. Да, это так и было. До первого выхода на сцену султану пришлось после чабанства и поработать бетонщиком на стройке, одновременно учась в вечерней школе, а после возвращения на родину в селе Курчулой – ремонтником дорог. Все эти годы он пел на самодеятельной сцене. С 1956 года Оргкомитет по восстановлению Чечено-Ингушской Республики, учитывая не только материальные, но и духовные потребности возвращавшегося на родину населения, начал отбирать из среды переселенцев одаренных людей. Стараниями композиторов Халепского была собрана группа артистов, в том числе такие таланты, как Шита Эдиль Султанов, Зулай Сардалова, Умар Дениев, Яраги Зубайраев, Альви Дениев, Тамара Алиева. В ту первую группу артистов, возвращаемых в республику, султан Магомедов не попал. Но вскоре его мечта вернуться на родину осуществилась. По настоянию друзей в 1957 году, волнуясь, перешел-таки порог Чечено-Ингушской государственной филармонии. Из первого же выступления очаровал и принял всех и стал всеобщим любимцем. Стоило только ему спеть какую-нибудь песню, как она сразу же становилась всенародной. Ее сразу же подхватывали все, особенно самодеятельные исполнители. Его песни «Ты голос гор», «Утро Кавказа», «Милый Кавказ», «Горный цветок», «Солнечная Чечня», «Крылья любви» и многие другие звучали повсюду, были на устах у всех. Мелодии к стихам он или подбирал из сокровищниц народного музыкального искусства, или писал сам. Султан был многогранно одаренным человеком. Хотя всеобщее признание пришло к нему рано и прочно, но трудным был хлеб артиста. В городе у него не было ни кола, ни двора, ни концертного костюма, ночевал в филармонии, попрекали религиозностью отца, не продвигали по работе. В Чеченской республике у султана Магомедова не было дома. На первых порах домом для него стало помещение филармонии. Там два молодых таланта, вторым был 17-летний Муслим Магомаев, дневали и ночевали в буквальном смысле слова, спали прямо на сцене. Обоих звали в Баку. Азербайджанский композитор Гаджиев предлагал поступление в Государственную консерваторию без вступительных экзаменов. Муслим Магомаев вскоре уехал в Азербайджан, а султан Магомедов остался в Чеченской республике. Он хотел петь только для своего народа. В отчаянии не раз приходила мысль бросить все, уехать в родное село, заняться привычным крестьянским трудом. Но желание петь каждый раз брало вверх, и султан оставался. И все же понемногу устроились и жизнь, и быт. Получил квартиру, рядом была добрая и щедрая супруга Асма, солистка ансамбля песни и танца. Подрастали дети, сыновья Тимур и Заур, дочь Зара.
Немало радости приносили многочисленные гастрольные поездки ансамбля по городам Советского Союза, Европы, Ближнего Востока, Америки. В 1964 году в нашей республике проходил первый всесоюзный музыкальный фестиваль. В Грозный съехались известнейшие музыкальные коллективы, композиторы, артисты, Ленинградский концертный ансамбль имени Глинки, Большой симфонический оркестр из Москвы, Государственный эстрадный оркестр Азербайджана, Волжский народный хор, солисты Большого театра Лисициан, Ведерников, певцы Кобзон, Бжевская, Анафриев, композиторы Кожлаев, Филышан, Юрлов и многие другие. В этом великолепном созвездии звучал голос султана Магомедова. Поэтому он по праву был удостоен почетного звания «Заслуженный артист ЧССР» по итогам фестиваля за участие в первом республиканском фестивале музыки и за достигнутые творческие успехи в художественном обслуживании трудящихся Чечено-Ингушетии. В 1965 году государственный ансамбль песни и танца под руководством известного писателя-драматурга, народного артиста ЧССР Хамидова совершил трехмесячную гастрольную поездку по 20 городам России, в каждом из которых давал по 2-3 концерта, которые всегда проходили с аншлагом. Только в Москве ансамбль выступал 9 раз, в том числе и по всесоюзному телевидению и радио. После поездки Хамидов писал в газете «Грозненский рабочий». Всегда и везде с неизменным успехом выступала мужская вокальная группа, солистом которой был несравненный султан Магомедов. Его песни, воспевающие Чечено-Ингушетию, ее гостеприимный и трудолюбивый народ слушатели встречали овацией. И всегда особо отмечали чарующий, чистый и сильный голос певца-солиста. Тут, как говорится, не прибавить, не убавить. Казалось, впереди еще много времени, много свершений. Все складывалось успешно. Не хватило одного здоровья. Ему так и не удалось дожить до звания народного артиста республики. Жизнь народного певца оборвалась, когда ему не было и 35 лет. Своим безвременным уходом он бесспорно обеднил исполнительское искусство чеченского народа. Сегодня с нами нет султана Магомедова, но продолжает звучать и радовать нас его изумительный голос и песни, конкурируя на равных, а порой и превосходя многочисленных модных исполнителей, как российских, так и европейских. Очень точно сказал о нем не менее известный Считайджи Султанов. Певца с таким голосом, как у султана, не было и нет другого в Чечне. Чтобы по достоинству оценить его голос, надо было слушать в горах, когда он, повторяемый эхом гор и долин, разливался особенно широко и вольно. Он был голосом наших гор, нашего народа. И он не умрет, покуда народ не утратит желание петь, творить песни и радоваться жизни. Память о певце жива. Его, человека, который так и не получил официальное звание народный артист, до сих пор помнят и любят в народе. В народе, который назвал его народным и своим соловьем. Сохранились и звукозаписи песен в его исполнении. Сохранился его живой и неповторимый голос. Share